Ну, географию я знаю, именно политическую географию, как свои 5 пальцев. Вот, любое государство мира, там его столицу, главные промышленные города, короче, географическое, экономическое расположение страны. В общем, ну, география – это мое. Да, наверное, герой нашей сегодняшней программы Адам Китляев, только что на ваших глазах поднявший одной рукой гирю весом 80 килограммов, вполне мог стать школьным учителем географии. Но своенравная судьба сделала его мастером силового экстрима и успешным тренером чемпионов, таких же беспредельно сильных, как и их наставник. Впрочем, тяга к спортивным состязаниям не давала Адаму Китляеву покоя с самого детства. Очень уж хотелось ему доказать соперникам, что он быстрее, смелее, сильнее их. Старты надежды у нас были с 4-го, с 5-го класса, я припоминаю. Вот мы ездили в тот же самый Билимханово стадион, тогда Орджоникидзе стадион был, имени Серго Орджоникидзе, вот, был хороший стадион такой. Там бег был, плавание, там прыжки, подтягивание на турнике, там отжимания. У нас детство с 4-го класса мы были, так сказать, преуспевающими такими. Вот, и отбирали нас и туда со всей республики старты надежд. Потом нас оттуда и отбирали еще на всероссийские и всесоюзные. Туда всесоюзные я не попадал, вот, будучи подростком. Вот, но республиканских турнирах я участвовал. Побегав и попрыгав на школьных соревнованиях, пятиклассник Адам Китляев, как и многие чеченские мальчишки 70-х годов, продолжил совершать свои спортивные подвиги уже на борцовском ковре. А потом вольную борьбу, вот школа была 5-й В-класс у нас был, я учился до конца в В-классе. Вот. Пришел вот Бадало Адлан, он тогда у нас был, ну, первый выход у него тренерскую работу по вольной борьбе. Вот он и 5-й В-класс нас записал. Вот мы все вместе с классом, где-то на 17, по-моему, пацанов было, мы перешли туда. Я выигрывал у тех пацанов, которые там вот, республиканские турниры выигрывали. Ну, я потом сломал руку, долго сидел дома, вот, не выходил на тренировки, и потом я перешел просто из ковра, я перешел в следующий зал тяжелой атлетики. Любой спортсмен может подзабыть подробности каких-нибудь недавних соревнований, но самый первый турнир, на котором он смог победить всех и оказаться на высшей ступеньке пьедестала почета, остается в памяти навечно. Первый успех, сейчас скажу, в 81 году, вот, в 81 году спартакиада школьников была тогда. ЧССР, Чечено-Ингушская автономная Советская Социалистическая Республика. Вот добрые такие времена. Вот, и я первое свое призовое вот, в чемпионате республики среди школьников вот, 2-е место занял. Потом в 82 году я стал чемпионом в городе Гудермес. Вот, уже выступая в 67 весовой категории, короче, вырвал я рывок 110 килограмм и толкнул я, ну, толчок классический, называется 137,5 килограмм. Это как сейчас помню, потому что у нас двоеборье, у двоих, мой и еще одного товарища был одинаковый, ну, набрали одинаковую сумму, и так как я оказался, там, не помню, около килограмма меньше, и мне присудили, ну, 1-е место. Адаму Китляеву было 25 лет, когда 11 декабря 1994 началась Первая Чеченская война. И в это смутное время речь уже не шла о новых спортивных достижениях. Надо было стараться просто выжить в условиях слабо пригодных для нормальной жизни. Мои родственники, мать, там, вот, старики, вот эти племянники, они все, мы перебрали в Ингушетию, вот, и там около где-то около 3 лет мы там находились, периодически заглядывая свой дом, свой очаг там, вот.
Как и у всех, так и у нас проходил. А вот дальше случилась история с географией. Наверняка Адам Китляев в то время, когда был прилежным студентом, изучал и российский Дальний Восток, и Якутию, и совсем не теплый тамошний город Нерюнгри. Но вряд ли предполагал, что эти суровые края ему придется не только на карте отыскивать, но и жить там, вдали от родной Чечни. В Якутии у нас до сих пор троюродные братья со семьями находятся. Еще с тех времен, где за длинным рублем ходили наши вот эти братья, вот старшие дяди, вот, как сказать, на шабашку. Вот. Мы, чеченцы, строители сами по себе, вот у нас вот это строительство и занесло нас туда. Так или иначе, но именно на северах Адам Китляев, который продолжал поднимать спортивное железо даже после напряженного рабочего дня, перековался из классического тяжелоатлета в пауэрлифтера. Тренер мне говорит: Адам, ты же тяжелоатлет, вот, мастер спорта СССР. Тебе бы пауэрлифтинг вот, перейти и выполнить там, ты бы мог бы спокойно с твоими данными сделать выполнить мастера спорта России. Я говорю, а что он мне даст там туда-сюда? Ну и потихоньку начал, и попал в первые соревнования, сразу сходу выполнил больше на 70 общей сложности, на 70 килограммов больше выполнил кандидата в мастера спорта. В том же году, в 2004 году, я выполнил норматив мастера спорта России. А как известно, от пауэрлифтера до айронмена, так называют участника соревнований по силовому экстриму, буквально один шаг. И Адам Китляев уверенно шагнул в новый для него вид борьбы с тяжестями. Оттуда я перешел сразу в силовой экстрим, так как набирали именно из троеборцев. Вот, я уже выступал в весе 100 и за 100 килограмм, вот, и как раз, соответственно, я им подходил. Там день шахтера проходил, вот, и соревнования там были, там и призовые хорошие были. Вот, и вот там я и первый раз выступил в 2005, 2006, 2007 и 2008 годах. Там Хабаровске, Нерюнгри. Турник там, и гиря через перекладину, вот, 24 килограмма. Вот помню, 5:30 я бросал. Домой Адам Китляев вернулся в 2008 году. Пару лет потренировал детей в родном Урус-Мартане, а в 2010-м ему предложили подготовить чеченских спортсменов к самым первым Кавказским играм, которые прошли в Карачаево-Черкесии в ауле Хабес. Я сразу так, что к чему, прикинул и сразу набрал и команду, и тех, которые, вот это вы сегодня видели, и Турлуева Ахмеда, который лазает по канату. Вот эту всю команду от А до Я, которая нынешняя команда Кавказской игры, вот, именно по крупинкам, по этим я их набирал. К своей первой общекомандной победе на Кавказских играх чеченские спортсмены шли ровно 3 года. И вот в 2013-м в Пятигорске самый почетный кубок наконец-то нашел своих истинных героев. А это означало, что следующий фестиваль культуры и спорта народов Кавказа должен был пройти в Чечне. Кавказские игры огонь в наших душах зажгли, воспламенили надеждой сердца и умы. Здесь каждый горд и силен, и свободен, но мы, все братья, все дети единой кавказской земли. И первую чеченскую победу на этих соревнованиях одержал никто иной, как Адам Китляев. Немного в мире найдется силачей, которые смогут одной рукой толкнуть гирю с символическим весом в 95 килограммов. Браво, Адам! Ты настоящий силач! Это настоящее чудо, ты показал, что
человека поистине безграничные возможности. Адам Китляев, Чеченская Республика. Вот это 95-килограммовую гирю, да, мы долго искали, где его будут делать, вот, в каком заводе, экспериментальном заводе, где-то Омск даже звонили, узнавали, Липецк, вот. Вот Мовсару обратился, когда он еще сессию сдавал, Липецке, вот. Я говорю, Мовсар, по-моему, там 86-килограммовая гиря была, да, как-нибудь можно его сюда перетащить, мы бы оплатили за него, да. Он нашел, где эта гиря, короче, и хозяина нашел, оплатили мы за эту гирю и перевезли его, вот. Из него мы сделали именно 80-килограммовую гиря Валентина Дикуля, вот. Потому что 95 невозможно было. Вы сами видели, эта ручка у него неудобная, она клонится одну сторону, перевес у него с противоположной стороны. Мы так думали, и как-то специалисту обратились, токарю. Вот. Он говорит, надо его свинец посадить, там, делать, короче, форму свинца. Это я сам все сделаю. Мы ему оплатили, и из него получилось 94 700 на электронных весах. Я говорю, друг, 94 нельзя, я говорю, вот 95 700 можно. Вот. И он потом еще засверлил туда что-то, свинец заслал, и получился 95 500. Никто не верил, что кто-то поднимет это. И мне министр Хасмагомед говорит, Адам, ты его поднимал, говорит. Я говорю, я его не поднимал, но я готовлюсь, вы не переживайте, говорю, Хасмагомед, я его подниму, короче. Если никто не поднимет, я подниму. И железная рука чеченского богатыря гордо взметнула к небесам почти что центнер железа. Но, как признался нам Адам Китляев, сам он еще до начала игр готов был отдать лавры покорителя супергири либо своему ученику Муслиму Магомадову, либо титулованному штангисту Чингизу Магушкову. А я хотел, чтобы именно эти ребята подошли и подняли. Я их сам готовил бы, и долго их упрашивал. Давайте я вас, согрейтесь хорошенько. Вот я покажу, как, что, к чему. Потихоньку там я вас подведу. Потому что вот я подойду, такое 95 килограмм я сам вешаю. Вот. И богатырь подойдет, примерно Чингиз Магушков наш. И для зрителей, конечно, намного приятнее видеть Чингиза Магушкова, чем меня. Кавказские игры в Грозном продемонстрировали не только богатырские способности Адама Китляева, но и его тренерский талант. Сразу трое воспитанников наставника из Рус-Мартана стали чемпионами. А это, между прочим, ровно половина всего чеченского медального золота. Первым победы добился мощный Висхан Мукуев. Висхана я сразу, так сказать, раскрутил. У него есть очень такие физические базы, у него очень сильные. Он сам силовик. Я ему говорю, Висхан, многие упражнения, то, что ты делаешь на тренировке, вот это делать не надо. Именно занимайся вот одно направление, одно-два направления. И тебе больше ничего не надо. Физика у тебя есть, будешь дыхалку вырабатывать и делать вот эту и эту упражнение. И вот, наконец-то он в течение 6 месяцев выслушал меня, послушался меня и добился вот такого результата. Стал чемпионом Кавказских игр по поднятию тяжести с перевесом на одно повторение. Давай, братан, Ему выпало именно последним выступить. И с одной стороны это было и плюс большой, да, а с другой стороны и волнение там, и большой минус. Ну, тем более у нас вот этот спортивный инвентарь, вот мешок, он разорвался, когда все поднимали там вот это и бросали его прямо на асфальт, об асфальт. И он швы раскрылись, и оттуда вылетал пыль, песок,
там опилки, вот мы набивали, готовили эти мешки. Вот такие сильные покрытия, они тоже рвались у нас, вот спортивный инвентарь. Ему было трудно, но он справился с задачей. Победителем в категории поднятия тяжестей 5-го фестиваля культуры и спорта народов Кавказа стал представитель Чеченской Республики Весхан Мукуев. А во время награждения Весхан Мукуев пригласил прямо на пьедестал почета Адама Китляева, признавая тем самым, что в соревнованиях победил не только атлет, но и его тренер. Победителем в дисциплине передвижения на ходулях 5-го фестиваля культуры и спорта народов Кавказа стал Темирлан Аздоев, Чеченская Республика. Чеченский спортсмен был первым и в такой нетривиальной дисциплине, как передвижение на ходулях, выиграв у своего соперника всего-то 25 сотых секунды. И оказывается, дело это весьма и весьма непростое. Готовили мы в зале вот такой тренажер, как лыжный агрегат, лыжный, так сказать, тренажер называется. И он как бы ходишь тоже на этих ходулях. Мы его и заправляли как лошадку. Вот жгутами, шлангами, вот этими растягивающими. Я лично бегал с ним по час, по 2 часа вот в этом стадионе нашем. По лестнице он прыгал, прыжки одной ногой, прыжки 2 ногами, короче. И на натяжку, как запрягаешь вот эту лошадку, вот так я его и запрягал, короче, и вот так. И, конечно, счете он добился того, что занял 1-е место. Одна металлическая тележка, 3 мешка, каждый весом в полцентнера, и все это богатство надо как можно быстрее прокатить по дистанции. В Грозном Магомед-Башир Мирзоев стал 3-кратным победителем Кавказских игр, на секунду опередив принципиального соперника из Дагестана. Я трудился, у нас сборы проходились 3 месяца. Мы под руководством наших тренеров, под руководством министра спорта, мы тренировались. Поэтому как-то результат очевиден. Вот 3-я победа подряд. И больше секунды или около секунды вы привезли своему сопернику из Дагестана. Что соперники не очень сильные? Или вот в Урус-Мартане вот таких богатырей растят, рядом с которыми вообще все остальные так? Да не, они как бы были очень сильными. В прошлом году он только на долю секунды я его только обыграл. Позапрошлом году он то же самое занял. То есть он подряд 3 года занял 2-х мест. Вот, в прошлом году где-то на долю секунды я его обыграл, в этом году только на секунду. Эта тачка ему, так сказать, перешла от меня. В 2010 году я именно выступал по переносу тяжести. Я отстал тогда на секунду ровно от 1-го места. И, в принципе, я это знал, как тоже запрягал его как лошадь, тележку. Это чеченский спортсмен на дистанции. Четкий поворот. Там, если честно сказать, все трудное. Загрузка. Там же очень цепкие это пальцы нужны, кисть очень цепкая. И она онемеет этот кисть, понимаете, когда резкое движение делаешь, и тем более его ты загрузил раз, а потом пробежался 50 метров и обратно. И поворот надо делать аккуратно. И нельзя эту фишку, конус там стоит специально 50 метров, когда определяется, и конус нельзя задевать. Если ты его заденешь, да, там тебя штрафуют, короче, секунду, можно и 2 секунды штрафовать. И пробежка трудная очень. Особенно, когда ты добежал, да, до финишной черты, и выгрузка, уже руки у тебя отказываются, пальцы не работают. Это все трудно, его надо набивать. Если ты придешь там в течение минуты, нет, в течение месяца я это сделаю, там какой-то там сильный пацан придет, я мог бы еще бы. Он ничего не сделал. Он не сделал того, что месяц тому назад он то, что там сделал, показал результат, а через месяц он даже половину результата не покажет. Вот надо 5-6 месяцев как минимум работать над этой дисциплиной.
В общекомандном зачете чеченские спортсмены были первыми с подавляющим преимуществом, гостеприимно показав соперникам, кто в этот день был хозяином в кавказском спорте. Напряженные тренировки дали свои плоды в самый нужный момент. В этом году у нас были все условия, всем выделили хорошую стипендию, витаминизация была на высшем уровне. Грех было жаловаться, все были довольны. И призовые мы, соответственно, как мы выступили, мы все знаем, что чеченская команда, республика заняла общекомандное первое место. И все те победители, которые заняли первые места, нам дали очень внушительную такую премиальную. 11 мая в Грозненском аэропорту группа солидных мужчин встречала улыбчивого молодого человека вроде бы не слишком спортивной наружности. На деле же он оказался новоиспеченным обладателем Кубка мира по гиревому спорту. Победив в Санкт-Петербурге, Мовсар Сулейманов стал первым чеченским атлетом, который, поднимая гири, вышел на мировой уровень. У нас первая ласточка, он очень трудолюбивый, очень хороший спортсмен, трудоголик, так сказать, в спорте. И мы вместе и инструктором работали вместе, и работаем последние 3 года усердно занимаемся именно по гировому направлению. Показал очень колоссальный, сильный, высокий результат. То есть 2 руками 150 раз он поднял в толчке, и рывки по 50, 100 набрал очки. Общей сложности 250 очков он набрал. Превзошел на 98 очков, превзошел он, который стал вторым абсолютно. Самое, что мне тяжело удавалось, это я согнал за 2-3 месяца, это 8 килограмм, 7-8 килограмм. Приходилось соблюдать тяжелые диеты, все, не доедать. И иногда как-то кушать хочется, но приходится засыпать, как-то самое тяжело вот это было. Ну, надо работать, идти. Если раз взялся, то нужно идти до конца. Просто так ничего не дается. Нужно и голодать, и потеть, и тренироваться. Нужно знать, куда идешь, к чему стремишься. Конечно, волнения и переживания были, так как спорт – это и есть спорт. Иногда чувствуешь себя хорошо, ничего не получается. Иногда думаешь, вот бы тройку попасть, чемпионом становишься. Но на этот раз я практически знал всех своих соперников, всех их результаты, зная, что меня ожидает. Я к этому долго и очень сильно готовился. По воле Всевышнего у меня получилось выиграть. Побеждать Мовсару Сулейманову пришлось очень серьезных оппонентов. Главным же соперником чеченского спортсмена был уверенный в себе заокеанский силач. Он как бы был фаворитом сборной команды США, он капитан команды был, у них основная надежда на него была. Но он во втором потоке выступал. Он поднял 119 раз. В этот день уже никто столько не поднял, они все его поздравляли. Потом с Ирландии был тоже их мастер, тоже фаворит. Ему не посчастливилось догнать его, он только 118, на один подъем отстал от него. Такая интересная битва была. А потом через один поток я выступал, я как настраивался на 150 и показал 150 подъемов, и у них практически шансов не было. Обычно спортсмены радуются, если волей жребия им приходится выступать после основных конкурентов. Но для Мовсара Сулейманова очередность выхода на помост особой роли не играет. На таком международном уровне такого не бывает. Кто первый, кто второй. Это не важно, так как ты, независимо, ты в первом или вторым, ты всегда выкладываешь на все 100. Лично для меня не важно было, я буду первым или вторым. Если даже я первым был бы, я все равно выкладывался на все 100. И хотя, да, я в последнем выступал, я знал их результаты, хотя я мог бы на 2-3 подъема опередить, но я не остановился, дошел до конца, к чему готовился, то ты показал. Не стал, раз-два плюс, не стал останавливаться, потому что ждут уже следующие старты, и следующие нужно опережать себя, не других, а самого себя нужно опережать, так как, еще, если мысль продолжать, значит, нужно идти до конца. Нельзя сказать, что гиревой спорт в Чечне пользуется большой популярностью. И тому есть свои весомые причины. Он очень трудный вид спорта, очень такой
кровопролитный вид, потому что в одном движении надо в течение 10 минут, показывать результат на соревнованиях, и в другом движении тоже по 5 минут, тоже общей сложности 20 минут надо усердно заниматься и показывать результаты. А на тренировках вообще часами надо работать. Вот поэтому мы, как все наши ребята молодые, хотят скоропостижного результата, быстренького результата. Такого в гировом спорте нету. У гирового спорта даже хуже, чем в легкой атлетике, как марафонская дистанция. Вот поэтому у нас он не популярный, так как работать очень много надо. Говорят, в гиревом спорте нужно много пахать. Мовсар много пашет. Каждый день без устали. Работает каждый день, как, не побоюсь этого слова, как лошадь пашет. Я каждый день его вижу, вместе работаем. Какая самая сильная черта Мовсара? Характер, сказал бы, характер и вера. Вера в первую очередь Всевышнего, во вторую очередь в себя. И вера в своих друзей, которые его всегда поддерживают во всем. Самое интересное, что с гирями Мовсар Сулейманов познакомился, в общем-то, случайно и изначально не готовил себя к столь яркой карьере спортсмена-гиревика. Ну, первоначально я вообще в Липецке учился. Ну, когда как, кто на штангу ходил, кто на карате ходил, так ходил. И потом преподаватель по физкультуре наша сказала: ты так как всякие железки поднимаешь, у нас в конце года будет среди вузов соревнования, давай научи себя, как правильно гирю держать, я тебя повезу по гиревому. И я так разузнал тренера и сходил, так. Но я ему не сказал, что я хочу научиться просто гирю держать. Ну, сказал ему так: я хочу заниматься гиревым спортом. И он меня заинтересовал: давай, проблем нет, на все условия есть. Тем более у вас кровь горячая, вы можете добиться, вы целеустремленный народ. Ну, я тебя научу. Ну, потом как к нему ходил, это заслуженный тренер России Новиков Юрий Витальевич. Я у него по счету был 26-м мастером спорта. У него около 10 мастера спорта международного класса, заслуженные. Ну, результаты такие хорошие. Начал сначала, как сказать, заинтересовал, может, кандидата сможет сделать. И первые местные соревнования были. Вот, может, тройку войдешь. Я поучаствовал, и сразу чемпионат города выиграл. Интересно стало. Потом, может, чемпионат области попробуешь. Я потом думал, чемпионат области попробую и перестану. Ну, область выиграл. Потом, может, кандидата попробуешь, кандидата выполнил. И по чуть-чуть понеслась, и дело дошло до мастера. Но после мастера так и остался. Вернувшись в Урус-Мартан, Мовсар Сулейманов нашел здесь и гири, и опытного тренера, и вообще все условия для продолжения карьеры. Когда я приехал, я сам один занимался. И потом я некоторых ребят знал из города, и они меня с Садовым связали. Некоторую физическую базу, да, я ему подсказывал кое-что. И после того, как мы с ним плотно стали работать, да, он именно после того, как мы вместе стали работать, тогда и стал серебряным призером Кубка Европы. Тренер должен быть владеть всеми качествами. Где-то надо быть и хорошим, где-то надо быть и жестким. В общем говоря, мы находим общий язык. Сильно гоняет или как? Когда надо, когда период подготовки сильно, когда нет, дает отдыхать. Ну, так по плану. Когда мастер выполнил, уже у меня как-то застой был. Там 32 надо было поднимать 100 раз. Я 110 раз поднял, и все, у меня застой. Я 2,5 года усиленно занимался, ну, домашние условия. Результата практически не было. Как-то и 110 мог, 110, 108, 105, полгода тренируешься, думаешь, сейчас 120 по-любому сделаю, поеду, 109. Не получилось, думаешь, сейчас еще тренировки, поедешь, 110, никак не мог. Потом появилось это условие, хороший спорткомплекс, свежий воздух, условия, все тренажеры, отдых. Ну, потом уже через полгода уже 120, потом еще год не прошло, 130, уже чувствуешь результат. В начале октября Грозно порадовали своим визитом профессионалы силового экстрима. Столица Чечни принимала чемпионат России по этому экзотическому виду спорта. Честь республики доверено было защищать Сурхо Тункаеву, который впервые выступал в подобных соревнованиях и большого успеха, увы, не добился. Можно было подготовить нашего силача, можно было и нужно было.
Но почему-то мы об этом ничего не знали, все было сделано спонтанно. Но я надеюсь, что в следующем году мы будем проводить чемпионат России по силовому экстриму. И там у нас будет достойный наш чеченский атлет. Именно который войдет, ну, я уверен, что он займет призовое, он войдет в тройку, будет призовым, одним словом. Уже более 3 десятков лет прошло с того момента, когда юный Адам Китляев впервые взялся за гриф штанги. Но до сих пор он все поднимает и поднимает железо, зная, что это нужно не только ему. Я, во-первых, тренер, да, детской, юношеской спортивной школы. Вот, работаю с детьми. У меня там тренируется и мой сын, 6 моих племянников. Вот, они уже показывают разряды, да, некоторые на кандидаты мастера спорта перейдут, в следующем году должны выполнить. Да. Вот, и с ними находясь, да, я тоже держу себя в форме, и я не могу что-то не делать. Вот. И хочется, и еще раз хочется. Вот, держать себя в форме и тренироваться. Вот, и гири, это, так сказать, гири, это моя стихия. Когда Адам Китляев по нашей просьбе поднял 80-килограммовую гирю, мы думали, что это будет единственный дубль. Но урус-мартановскому силачу первая попытка почему-то не понравилась, и он решил повторить номер на бис. Тебе 48? 48 с копейками. А вот сколько ты еще лет железа собираешься таскать? Александр, не знаю, вот заряд такой, да, вот годику еще 5-6 это как минимум, да. Я хочу именно гирю сделать 107 килограмм, а потом, если хорошенько пойдет дальше, да, и до 121 килограмма. Вот. И на этом я остановлюсь. Я только раскрываюсь, я только начинаю цвести.